Напомним, в Коми, как и в России в целом, с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Ограничения для целого ряда объектов, в том числе и общепита. До 8 ноября кафе, бары и рестораны закрыты для посетителей. Однако им разрешено круглосуточно отпускать продукцию на вынос, за исключением алкоголя. С 22 часов до 8 утра продажа спиртного запрещена. За соблюдением установленных правил ежедневно следит полиция и сотрудники различных министерств и ведомств. В одном из первых рейдов в Сыктывкаре в эти выходные побывал Иван Беречевский. 9 вечера. В здании сыктывкарской полиции инструктаж. Личному составу объясняют цели и задачи предстоящего рейда, распределяют маршруты патрулирования. С вами осуществляем проверку указанных заведений. В случае выявления фактов работы указанных заведений находим администраторов, разговариваем с ними, берем объяснение, обязательно регистрация в КУСП. И, соответственно, дальше уже принимаем все меры к закрытию указанных заведений. После наряды выдвигаются на маршруты патрулирования. В поселках Максаковка, Краснозатонский и местечке Лесозавод нарушений нет. Ну вот и первая открытая дверь в кафе на Сыслицком шоссе. А у вас поваров сейчас никто из персонала больше нет, да? Нет, Тут сейчас пойдем. Объявление вы повесили, что граждане не шли в дверь? Нет, закон. Объявление повесили обязательно, чтобы было. Чтобы вас не беспокоили лишний раз, чтобы вы не понимали. Нарушений нет. Полицейские напоминают владельцам еще раз о введенных ограничениях и уезжают. А вот у ЖД вокзала все же фиксируют нарушения в одном из кафе. Сейчас здесь купили, да? Со слов молодого человека, свой напиток он только что купил в кафе. Однако на время введенных ограничений после 10 вечера и до 8 утра общепиты имеют право отпускать на вынос только безалкогольную продукцию. Впрочем, сотрудник этого заведения утверждает, что законов они не нарушают. Видео уберите. Нам в оперштабе разрешили. Мы звонили, прежде чем работать. Не, я говорю, спрашиваю, у вас реализация на вынос идет, да? Да, конечно, только на вынос. Что? Алкогольную продукцию на вынос реализуете? Алкогольной продукции у нас нет, у нас вода, не знаю, мы основной шашлыки, выпечка все продали. Несмотря на отговорки, факты нарушений неопровержимы. В конце концов, работник заведения признается, алкоголь продавал, но делал это с разрешения. Однако закон в эти временные рамки продажу спиртного запрещает. Наша основная задача – это, соответственно, приостановить деятельность данного заведения. Ну и, соответственно, там уже будем дальше разбираться, знали они, не знали они о действиях указа главы. Выяснять причины, обстоятельства. Будем проводить проверку. По результатам проверки наши материалы передадим в суд. Дальше уже по рассмотрению судом уже будет вынесено наказание. Основная задача все же не наказать, а донести до каждого важность карантинных мер. Помимо общепита под надзор попадают торговые центры, парикмахерские, детские игровые комнаты, физкультурно-оздоровительные центры. И это не полный список. Только за минувшие выходные проверили 215 объектов, попадающих под ковидные ограничения. Выявили 16 нарушений. Полицейские призывают граждан соблюдать обязательный масочный режим, социальную дистанцию, использовать дезинфицирующие средства, избегать массовых скоплений и беречь свое здоровье и здоровье окружающих.